Добрый вечер. Мы сегодня пригласили в гости академика, известного общественного деятеля Жаныбека Шаршеналиева. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. В последние годы много разных событий было, особенно последние годы прежнего президента. И посадки были громкие, и много других скандалов было и так далее. Но вот голоса интеллигенции как-то не было слышно. Да, обычно да. интеллигенция, она всегда как-то вот свое справедливое мнение говорит и направляет как-то общество. Как вы, как представитель интеллигенции, к этому относитесь? Спасибо. Ну, совсем сказать, что интеллигенция не участвует в общественной жизни, нельзя. Есть отдельные представители научной и творческой интеллигенции, которые активно выступают. Так, вот, которые, ну, одну фамилию назову. Абдыган Эркебаев, ну, к примеру. А, конечно, вы правы, многие спят, не вмешиваются, потому что наука такое дело, занимаются они своим делом каким-то образом, но в то же время это нехорошо. Но что касается, если какие-то изменения политической жизни страны, мы тоже должны высказать свое мнение. В этом смысле вы правы. Вот. Ну, раз вы пригласили меня, спасибо. Вот. У меня есть ряд предложений, вот, ряд мнений своего. Вот хотел бы я сказать. Да, интересно. Ну, я, наверное, начну с того, что вот недавно было такой же термин. Политическая элита собралась там у президента. Это бывшие спикеры, бывшие премьер-министры, бывшие еще какие-то все. Ну, а лучше было бы назвать так и есть. Мы пригласили бывших. Ну, так, примерно так называлось. Да. Кто-то, наверное, называл. Да, кто элита. А что такое политическая элита? Это вообще за политической элитой идет вопрос лидерства. Лидер. А за ним еще и вопрос национальный лидер. Некоторые, не зная это, в своих вступлениях трактует. Обычно, если это человек из своего региона или из своего, так сказать, клана. Вот. Ну вот хотел бы свое мнение сказать. Лидер, это у нас в Кыргызстане, ну, возможно, их 10-15, которые соответствуют критериям необходимости. Это профессионализм. Но это недостаточно. Есть критерий порядочности. Вот все то, что были приглашены, или то, что находится в белом, сером доме, они имеют все высшее образование. Но с этой точки зрения они как бы профессионалы. Интеллигенты. А почему творится? Все коррупция среди них. Так? Все, как это так? Значит, диплом, и это ничего не определяет. За ним стоит порядочность, то есть его честность, принципиальность в решении вопросов. За интересы нашей республики, и несмотря на это и так далее. Таких людей очень мало. Вот таких лидеров, по-моему, ну, может быть, в республике 10-15. А что такое национальный лидер? Тоже через телевидение, вот он, национальный лидер для Кыргызстана, наверное, еще лет 100, если дивив. Это люди типа Джавахарлала Неру, Нельсон Манделы, Шарль де Голль. Так, ну, вот такого типа. Так, Фидель Кастро. Таких у нас нет. И таких ситуаций у нас не было. Единственное, что мы должны гордиться, вот после 12 тысячелетия Чингис Айтматов. Это да, это лидер лидеров. Это знаковый лидер, который познакомил наш Кыргызстан всему миру. Вот это лидер. Вот, поэтому у меня взгляды такие. Что касается Жогорку Кеңеша, ну, иногда я смеюсь, иногда вот думаю, Кыргызстан это маленькая страна, может быть, одна из областей Казахстана по территории. Бюджет у нас... И по населению тоже. И бюджет у нас, говорят, даже меньше, чем Алматы. И в этой ситуации 120 депутатов. Зачем это нужно? Это расходу, неприкосновенность, автомашин и так далее. Это вообще... Когда мы бываем в Германии, они на велосипеде ездят. Оклады скромные, никаких квартир, ничего нет. Вот что за страна Кыргызстан такая?
Вот. Я думаю, что где-то 45 было бы нормально. И то все те, которые представляют Жогорку Кеңеш, они не представляют народ. Они не представляют округа. Это члены партии. А партия у нас, единственная страна в мире, у нас говорят 200 партий. Это о чем говорит? О нашем уровне, о нашей культуре. Что такое 200 партий? Это вообще... Так, Китай одна партия, а в Америке 2 партии главенствующие. Ну, там есть другие партии, но Да, главные, да. Вот его. Вот поэтому там не понятно. Поэтому, если уж честно говорить, они не так уж не представляют, никакого народа они не представляют, потому что они из какого округа, они не выбирались из округов. И народ не знает этих депутатов. Только по черному списку, партийному списку они проходят. А что такое партия? Ну, вот тоже интересно, вот я вот задумался, что такое партия? Это вот кучка людей, так, раньше говорили, что достаточно чуть ли не 10 человек написать программу и партия. Программы одинаковые, потому что программу можно сесть и за 5 минут написать. Никакой ответственности, одни призывы. Сделаем, вот если программе было бы, если мы придем к власти, то в течение года сделаем то-то, то-то. В течение полугода то-то, ответственный то-то. Если нет, мы ответственно уходим или наказание администрации такое. Вот это тогда программа. А что за программа? У всех одинаковые. Развивать, увеличивать. Да здравствует Кыргызстан. И все. Вот поэтому вот, мнение Жогорку, ну есть среди них действительно интеллектуально развитые, очень активные. Я даже вот сейчас, переходя к вам, в коридоре написал. Алтынбек Сулейманов, Кожобек Рыспаев, Ханыбек Иманалиев, Иса Өмүркулов, Руслан Казакбаев, Акылбек Жапаров, Кубанычбек Жумалиев, Алмамбет Шыкмаматов. Ну, где-то, может быть, еще есть десятки. Вот те, которые представляют Жогорку Кеңеш, активно вступают. Остальные уже не знаю, просто сидящие люди, приходящие. Откуда он? Из Базаркома или откуда-то там люди, которые, ну, в общем, их не слышно, не видно. В последнее время женщины сильно выступают. Да. Сурабалдиева, Аида Хасмалиева. Мое мнение такое. Конечно, там должно быть при выборе Жогорку Кеңеш и женщины, и представители других народов. И вообще слово «квота» мне не нравится. Как, что это за квота там? Пожалуйста, если сильная женщина, и так его все поддерживают. Пусть появляются сильные женщины или представители других народов. Пожалуйста, так только достойные люди должны быть, а не только по квотам, по половой части или там по другой части. Это оскорбляет даже. У нас очень достаточно много умных, да и красивых женщин. Вот они должны сами выскочить туда. Вот. В этом смысле, вот мое мнение Жогорку Кеңеша. Вот. А что касается теперь о коррупции, я не буду почти говорить, потому что во всех средствах СМИ мы ежедневно слышим нарнаи по этому вопросу. Так, и коррупция замешана все верхушка. От президентов наших бывших, от премьер-министров, от спикеров, ну и так далее, и так далее. Это национальный позор. Это национальный позор, который буквально, используя свое служебное положение, грабит наш бюджет. Вот это идет, ну, со времен Акаева и так дальше. И очень такое положение получилось, хотя мы боремся с коррупцией и так далее. Все это расцвет получил при Атамбаеве. Ну как это так? Журналист, его секретарь возглавляет КГБ. Шофер там еще где-то государственно возглавляет. Так, ну, вообще страшно. Как подбираются кадры? Кадры должны отвечать, по-моему, 2 критериям. Критерий необходимости. Это что такое необходимость? Это значит, иметь высшее образование. Так, опыт жизни, но это недостаточно. Он должен быть исследован, он должен быть порядочным, никогда не передавать честным,
решительное принятие решений, не смотреть на свое начальство. Так? Вот таких людей надо ставить. И не просто говорят, вот жаштардан алды дейді. Ну, пожалуйста, бізге жаштар емес, жаш емес, бізге баштар керек. Егер ошолордун ичинен баш иштесе, опыту болсо, бардык жактан, конечно, аларды алыш керек. И в то же время старшее поколение не читаваш керек. Старшее поколениенин баштары сонун иштейт. Особенно мына кечетен мен уктум мугалимдер жөнүндө. Смешно. 65 dedi. Ай, мугалимдер менен ученыйларга без возраст болуш керек. Это штучный товар. Хороший мугалим, типа Якира, в смысле в школах, и известные профессора, имеющие школу, это штучный товар. Пусть они работают до смерти. Пожалуйста. Как в других странах. Посмотрите, Украина, что много, что не хватает академиков. Евгений Патон сейчас 103 года, он штатный президент. Почему? Потому что это известный ученый с мировым именем. И таких вот сейчас посмотреть СНГ все 78-80 лет. И у нас когда жалко, у нас даже в Академии наук, когда говорят, вот, давайте, с директора посту уходить, там и так, 65 лет, 70, это для госслужащих, их можно менять. Тут ничего не меняется. А ученых разве можно поменять? Ну, к примеру скажу. Королева, Сахарова, что будем, если возраст менять, что ли? Тогда не будет атомной бомбы, ракеты. Вот если вот так. Вот поэтому, да, возрастного ценза для учителей и для ученых не должно быть. Пока он ходит ногами, мозги работают. Посмотрите, Япония, Китай, например, министр претендовать может только после 60 лет, когда он стал мудрым. А у нас молодой, из конца бегающий, бумага таскающий, типа Сапарисакова. Ну вот мы видим и так далее. Можно на пару минут мы прервемся, просят на рекламу. Хорошо. Вот нас уже вернули. Мы остановились на Сапаре Исакове. Насколько я слышал, ваш институт автоматики хотели чуть ли не освободить для кого-то. Это интересный, парадоксальный случай. Вот если бы был бы журнал «Крокодил», это действительно материал. Вот сейчас я особенно хочу сказать. Да. Мы находимся в Институте автоматики и информационных технологий 60 лет. Это институт с мировым именем. Мы участвовали в создании лунохода, самолетов, вертолетов ФПК. И от ЦК КПСС мы получили переходящие красные знамя тогда. И вся автоматизация в Кыргызстане – это строительная промышленность, Канский цементный цех. Это текстильный конвой промышленность. Так? Это ирригационный, все затворы, все регуляторы академика Маковского. Да и ЭВМ, завод, Башкирский завод, все там автоматизация, мы участвовали, мы делали. Но сейчас промышленность отсутствует у нас. Поэтому мы занимаемся разработкой, но все равно у нас патенты и естественные разработки есть. А внедрять их не можем. Государство не помогает. А что касается частных фирм, они только о себе заботятся. Это не за границей, когда частные фирмы бегают, ищут инновации и так далее. У нас они сами сейчас занимаются обогащением только самих себя. Ну, надо прямо говорить. Поэтому Академия наук находится в очень трудном положении. Это не так давно. Посмотрите, 5-6 лет назад. Шельмовали Академия наук. Средства массовой информации. Чиновники специальные комиссии создавали. Зачем нужна даже Академия наук? Вы представляете, как это? Разве без науки может быть государство? Это же абстракция. Без науки любое государство становится колонией. Это известная аксиома. Так, и мы выдержали. Мы выдержали, сейчас пока существуем. Так, и что сказать? Вот, допустим, в нашем институте мы не просто же пишем отчеты. Есть понятие триада. Это модель,
алгоритм и программа. Когда мы имеем по какому-то проекту математическую модель, мы составляем алгоритм для идентификации, для контроля, для управления. И потом составляем программу для него. И потом создаем мы устройство, прибор. А чтобы прибор создавать, это нужно, чтобы нам государство помогло оборудованием и экспедицией, так, и технику. Нет, мы только мизерную оскорбительную зарплату получаем. Конечно, меньше, чем медсестра. Ну, пусть они получают, они заслужили их. Ну вот, скажем, директор института 9 тысяч. До 10 не доходит. Средняя зарплата по стране 15 с чем-то. Да, мы 9 тысяч, а научные сотрудники 5 там, тысяч. Но остались фанатики. Вот мы любим свои науки. Так, те, которые хотели иметь, так сказать, заработки, они давно ушли, к сожалению. Сейчас остались старшие поколения. И младшие вот сейчас приходят, но их надо еще воспитать, их надо довести до аспирантура, это году нужно. А среднее поколение нету. Сейчас придет 10-15 лет, если вот такое будет условие, это будет катастрофа, коллапс, к сожалению. Вот. Но этого мы не должны допустить. Я думаю, что переходом Мирзиёев Украина великолепно сделал, вот он, академические стипендии поднял 4 раза. Теперь зарплату ученым 5 раз поднял. 5 институтов при Исламабаду Каримову были переданы учебным заведениям. Вернули их. И теперь каждому министерству обязали. Вот пункт 7, каждый год отчитывайтесь, что внедрено вам. И тогда уже министры бегают, ходят в академию, что у вас что-то есть у нас такое. Чтобы вот, внедрить. Ну, я надеюсь, что Сооронбай Шарипович как-то обратит внимание на науку и послушает, пригласит нужно соответствующих академиков, создать, может быть, комиссию, так, и как-то это дело надо обратить. У нас очень плохо, у нас нет курирующего науку человека. Вы понимаете, нету. Но это должен быть какой-то госкомитет или просто на общественных началах вице-президент, не менее доктора наук, который понимает. У нас этого нет. У нас министр образования не кандидат наук. Еще возьмите там вице, там так далее. Все они вот такого типа. Или они по политологии работают там, занимаются своим переписанием, плагиатством, требуют, точно становятся докторами, кандидатами. Вы понимаете, это позор. Лукашенко 15 лет назад запретил своим приказом госслужащим заниматься наукой на работе. Хочешь заниматься? Иди в академию, иди в вузы. А у нас сплошь. Я хочу привести вот данные. Наверное, будете смеяться. Вот смотрите. За 25 лет, с 1993 года, произошли у нас какие защиты? У нас общественные гуманитарные науки 415 докторов, 2340 кандидатов наук, медицинские науки 330 докторов и 1300 кандидатов. Естественные, технические вместе, тут уже меньше, 218 докторов и 800 кандидатов. Итого по всему Кыргызстану 963, наверное, сейчас уже 1000 докторов за это время появилось, и 4000 кандидатов. В советское время... Семимильными шагами наука двигается. Это лавина. Лавина. Это лавина. А в советское время защищались по 4-5 в год. И докторов? Да, это был результат. А какие-то годы вообще не было. Там требование другое. Это значит, получается, что у нас много получилось лжеученых. Среди них есть лжеакадемики, получившие разными путями. Я сейчас не буду называть. Так, вот. Потому что это все-таки мои коллеги. Они, наверное, разорвут меня, пока я выйду. Вот. Разные, поэтому наука вот так осталась. И это все российская организация Диссертент недавно
переслали нам 44 человека по общественным гуманитарным наукам, полный плагиат. Это национальный позор Кыргызстана. Плагиат, собственно, не должно быть. Если используешь, ты Просто сделай ссылку. ссылку сделай и все. И все они по гуманитарным наукам. Это те люди, которые во многом работают в Белом доме, Сером доме, МВД, генералы какие-то, вот, которые пишут, становятся, и они ученые. И потом это вот претендуют стать членкорами, академиками уже. Они никакие не ученые, это плагиаторы по общественным наукам. А что такое наука? Давайте, вот, оказывается, много не понимают. Наука – это прежде всего открытие, изобретение, патенты. Открыть патенты. Потом публикация в зарубежных научных журналах, монографиях. Но этого мало. Главное – внедрение социальным, техническим, технологическим, другими эффектами. А их нету. Ну, давайте юристов возьмем. Я задавал вопросы, когда было заседание ВАК. Какие результаты вообще? Говорят, мы даем рекомендации. Разве рекомендации могут быть? Это просто болтовня какая-то. Ну, я не хочу сказать, может быть, и среди юридических наук есть прекрасные работы. Я же не охаиваю. Я их не знаю. Но, в общем, когда так отвечает, рука опускается. Это что это? Вообще, сейчас вот эти все произошли 2008-2013 годы. Так, в ВАКе. По тем данным. Сейчас молодая женщина Тыналиева, она очень активно работает. Вот мы ее сейчас поддерживаем. Так, и надеюсь, она это дело поставит на уровне. Да, и здесь нужен авторитет диссертационных советов. Диссертационные советы и руководители не должны допускать такое безобразие. Вот поэтому, видите, и там безобразие, и там безобразие наука. Вот что-то вот как хотели закрыть или что вот ваш институт? Вот перейдем так. Про наш институт я уже вроде что-то сказал, 60 лет. И вот парадокс. Да. Это вот я не знаю, это, наверное, как-то просто парадокс. Еще бытно с премьер-министром этого молодого человека, который назвал себя технократом, он не технократ, а общественный по специальности. 24 октября он там работал. Примером. И нам пришло сведения, что он уговорил нашего нового президента, а может, заставил его, ну он же так. И что же? В нашем институте в августе месяце ходила специальная делегация. Там вице-премьер Сариев и так далее. А в августе месяце Сариева. Мы всех отправляем в отпуск, чтобы в сентябре выйти. Вот, оказывается, никого нет и так далее. Используя это, и наш новый президент не мог устоять. Так, и этот премьер-министр издает вот такое распоряжение. Но до распоряжения мы, коллектив 86 человек, академики, член кора, кандидаты, доктора, мы написали ему письмо резким возмущением. Так это что вы делаете? А потом он, несмотря на... То есть они хотели, вот смотрите, в институте никого нет, никто не работает, забрать помещение, да? И вот его приказ. Премьер-министр С.Д.Дж. Исаков. И что он пишет? Так, Национальному центру информационных технологий. Это молодая частная организация. Первоначально способствовал Сорос. Это частная организация, которая делает какие-то программы. Вот занимаемые помещения первого-второго этажей площадью 799 квадратметров. Дирекция парка технологий передать подвальные помещения. Там у нас станки стоят, оборудование. Чердак даже. Чердак. Только, видите, туалета еще нет. Первого, второго, третьего этажа площадью такой-то передать. И в этом приказе, этом глупом приказе, так, а куда должны деться институт автоматики, который занимается уже 60 лет? 86 человек. Там ничего не сказано. Это рейдерство. Нет, это рейдер. Ну, такого приказа не может... Это вообще
мы даже хотим, если это пойдет на мировое сообщество, что за позор такой, что за То есть премьер-министр? они отбирают помещение, Да. но Она- остальных, Да. кто там сидит, работает, ничего Убирает. об этом не говорится, да? А зачем, Куда они должны зачем деться? убирать? Мы 60 лет. Мы это помещение уже работаем. Мы оборудование сделали. Вот там станки наши, оборудование, все там налажено. Там специальный даже первый этаж для защиты докторского совета помещение, зал выставок. И все передают этим молодым, вчерашним нашим студентам, которые вот связаны с Орусом, на кого работает частная организация. Но и хочу вот здесь... Но это издано когда? В 17 году? И это издано в 2017 году, 7 декабря 2017 года. Он же подписал. Год назад. Год назад. Но оно не исполнено. Пока не исполнено, мы возмущение. Мы возмутились, даже пошли на спикеру с этим обещанием, чтобы создать комиссию Джогору Кемеша. Нет, никакого ответа. Вот смотрите, это незаконность. Читаю. В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Кыргызской Республики имущество закреплено за Национальной академией наук на право оперативного управления. Кроме того, согласно статье 18 действующего закона Кыргызской Республики о Национальной академии наук, государственное имущество, предоставленное Национальной академией наук, бессрочное, безвозмездное пользование и не подлежит изъятию передаче другим организациям. Закон у нас не работает. Вы понимаете, вот такие премьер-министры. Технократы. Да. Какой технократ, кавычки? Вот они издают приказы. Вот это вот распоряжение его, у нас это есть. Да? Вот если надо, мы познакомим и соответствующие другие наши республики. Я не знаю, что это за... И таких людей, оказывается, Атамбай подбирает. Для чего? Вот, Подбирал. Насчет коррупции я не буду говорить. Это дело судей и так далее, я не знаю. Но уже это факт показывает, что грабеж начался и там, рейдерство здесь. Молодой, понимаешь? Зачем нам молодой? Нам нужен, чтобы башка работала, опыт был. Вот. К сожалению, вот в таком состоянии мы протестуем, не отдаем пока. Но каждый день приходят вчерашние наши студенты, освобождайте, вот и есть распоряжение. Да что за распоряжение? А почему вот вы протестуете, они издали, уже год прошел, не отменено или как-то вот не наведен порядок? Не отменено вот такое, потому что мы обращались и к Джогорку Кеңешем, я выступал и по телевидению, радио, и так. Ну, мы непосредственно к президенту не обращались, потому что достаточно был этот уровень. Все молчок, и они все наступают. А мы, нет, мы хотели выйти... Ну, думаю, как-то нехорошо ученым выйти на митинги. Но если будет, мы выйдем на митинги. Мы выйдем обязательно. Нам терять, кроме своих цепей, нечего. Вот. Ну, для этого нельзя допускать. Я надеюсь, что наш президент Сооронбай Шарипов услышит нас и как-то переостановит эту вакханалию, это рейдерство, которое сделал Сапар Исаков, так, с поддержкой Атамбаева. В конце концов. А они могут сказать, Шаршинали поступает, когда его сняли. Нет. Вот это все наше обращение, это когда он там работал. Когда он был. И еще мы до того, как сняли. Да, и так далее. А когда он проходил премьер-министр, он же говорил, я обязательно с вами посоветуюсь. Хитрый такой. А тут 80-90 человек пишут возмущением, нас он никакой не перебил. реакции. Вот лицо этого премьер-министра. Вы представляете? Это документ у нас. Вот. По закону ничего не положено. И они издают такие распоряжения. Издают приказ. Чердак, туалет, первый, второй. А там находится, это не важно. Судьба этих людей научно... Многие люди сейчас хотят уволиться. Это целые направления уже. Вы понимаете? А автоматика, так, и IT-технологии, это мы занимаемся. А все говорят, вот автоматизация IT-технологий. И уничтожает это наш институт. А может быть, здесь действительно этот Максим связан, то есть Максим Бакиевым и другими людьми, так, и Соросом, может быть, какие-то есть дальний план. Ликвидация государственных учреждений. Может быть, но я это не говорю, что это так. Ну, приходит такая мысль. Так?
Вот я просил бы, вот это вот то, что я говорю через Кунесек, тоже бы наша прокуратура как-то моральной стороны или какой-то тоже учли деятельность этого так называемого бывшего премьер-министра. Так? Вот. Вот такие дела. У нас уже время, 30 минут прошло, оказывается, очень быстро. Придется нам с вами еще раз встретиться и вообще о науке отдельно, может быть, сделать интервью. Ну, хорошо. И про вашу биографию тоже. Хорошо. Потому что вы выросли вообще в России, да? Да, да. В детдоме. Детдоме, и да. случайно попали в Казахстан. Случайно попал. Я думаю, что это специально по вашим приглашениям я пришел. Надеюсь, наша власть послушает. Не может же быть, если такие премьер-министры, ну это случайно попавшиеся люди, которые... Ну, есть сейчас премьер-министры новые, которым мы верим. Есть президент. Ну, когда остановят эту вакханалию, Да. мы, ученые, это штучный товар. Шаршинали один, больше нет. Там Сагнали тоже. Никакого возрастных цензов не должно быть. У нас, видите, я хожу, прыгаю, голова у меня работает. Лучше, чем когда я был 40 лет или 50 лет. Вы видите меня? Так? Да, Ну, а если это дело... Учителей и наш убрать. Это что за страна такая? Вот молодежи опытом подбирайте на госслужащие, пожалуйста. Никто не возражает. А учительство и наука – это другой вопрос. Совершенно. Я уже вначале сказал, Сахаров, Курчатов, Королев возраст убрать. Тогда бы Советского Союза не было бы. Да. Спасибо большое. К сожалению, время уже вышло. Мы еще раз и вам спасибо. Сделаем отдельный новый интервью. У нас в гостях был Джаныбек Шаршеналиев, академик. Да. Одно слово академик достаточно, да? Спасибо вам большое. И вам спасибо. До свидания. И последнее слово. Да. Хочу вас поздравить, Мырза Нарынаев, так, возвращением на профессиональную деятельность. Так, вот. Несмотря на шельмование и давление бывших властей. Поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.